В городе Канаше и Канашском районе началось голосование по выборам главы Чувашской республики и депутатов Собрания депутатов муниципального и местного уровней. 11 сентября в 8 часов по московскому времени на территории города открылись 27 избирательных участков, на которых пройдут выборы главы Чувашской республики, а также выборы депутатов Собрания депутатов города Канаша 7-го созыва. А в Канашском районе приступили к работе 70 избирательных участков. Дополнительно здесь проходят выборы депутатов местного уровня. В связи с принятыми мерами санитарной безопасности срок голосования увеличился до 3 дней с 11 по 13 сентября. При себе, как и раньше, необходимо иметь паспорт. В первый час голосования на избирательном участке 615, расположенном в здании Канашской автошколы ДОСААФ России, отдал свой голос глава администрации города Виталий Михайлов. Дорогие друзья, дорогие канашцы, с 11 по 13 число идет голосование на выборы главы Чувашской республики. Я в числе первых отдал свой голос за то, чтобы наша республика развивалась динамично, чтобы наш город развивался динамично. Все изменения сегодня налицо, и это только малый объем работы, который нам еще вместе всем предстоит осуществить. Дорогие друзья, призываю вас прийти на избирательные участки, проголосовать душой за успешное развитие Чувашской республики. Глава администрации Канашского района Владимир Степанов проголосовал на избирательном участке, расположенном в деревне Карахлы. Сегодня первый день голосования. Голосование у нас проходит 3 дня. Мы выбираем депутатов сельских поселений, депутатов районного собрания депутатов и главу Чувашской республики. Прошу каждого жителя Канашского района выразить свою гражданскую позицию, прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Силами администрации района максимально созданы условия для вашей безопасности. Прошу соблюдать эти меры безопасности в связи с пандемией и выразить свою активную жизненную позицию. Для обеспечения профилактических мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, все избирательные комиссии обеспечены антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты. На избирательном участке села Шахазаны Канашского района по спискам должны проголосовать более 2000 избирателей. Он является самым крупным в данном муниципальном образовании. У нас всего в списке избирателей около 2000 избирателей. У нас самый большой участок по Канашскому району. Мы сегодня начали голосовать, досрочное голосование по местным округам, по Канашскому району, депутатам Канашского района собрания депутатов и по главе Чувашской республики. Как отмечают наблюдатели голосования, в первый день явка жителей хорошая. Сегодня участок открыли мы хорошо, наблюдатели у нас все пришли, много наблюдателей. Явка тоже, я думаю, нормально идет, потому что вот на сегодняшний день, сейчас на сегодняшний час даже уже более 100 избирателей у нас прошли. Надеемся, что избиратели наши, население города относятся к этим выборам добросовестно, потому что все-таки выбираем главу Чуваши. Нам хотелось, чтобы глава Чуваши был хорошим, деловым руководителем. Я как активный гражданин хожу на все выборы и действительно всем советую ходить. Потому что если дома сидеть, это будет уже нечестно по отношению к другим. А нужно всегда поступать честно и хорошо. В день выборов всегда участвуем на выборах всей семьей. Я думаю, что это все должны выполнять свой гражданский долг. От того, как мы будем участвовать в голосовании, зависит, как будет устраиваться наша жизнь. Мы сами должны отвечать за свою жизнь. Поэтому все должны участвовать на выборах. Для меня это, кажется, самый основной долг жизни. Напоминаем, что выборы проходят с 11 по 13 сентября. Не оставайтесь в стороне, участвуйте в выборах.